«Вы уверены, что у вас нет денег на лекарства для моей внучки, Роман?» — спросил я, не сводя взгляда с собственного отражения в панорамном окне, за которым в свинцовых сумерках тонула Москва. «Пап, ну прекрати, мы на мели. Ксюша плачет, ребенку нужны эти препараты. Переведи 200 тысяч, для тебя это копейки». Голос сына в трубке срывался на истерику. В нем звенела та самая нота избалованного отчаяния, которую я слышал последние 20 лет. «Когда я звонил узнать, в каком роддоме родится Валентина, твоя жена сказала, что я недостаточно особенный для этого события. Так что, сынок, наслаждайтесь своей самостоятельностью. Я не банкомат. Я просто прохожий». Я нажал отбой и швырнул телефон на стол из карельской березы. Звук удара о полированную поверхность прозвучал как выстрел в гулкой тишине кабинета. Меня зовут Федор Михайлович Никонов, 58 лет. Владелец строительного холдинга «Никонов Групп». Если вы живете в Москве, вы наверняка видели мои башенные краны с логотипом в виде стилизованного крыла над половиной новостроек в пределах Садового кольца, а теперь и здесь, в Сити. Журналы вроде Forbes и РБК оценивают мое состояние цифрами с 9 нулями, называя меня акулой девелопмента и человеком, который изменил скайлайн столицы. Но прямо сейчас, стоя на 45-м этаже башни Федерация, я чувствовал себя не олигархом, вершащим судьбы, а глубоко уставшим стариком, у которого внутри что-то с хрустом окончательно и бесповоротно оборвалось. Руки слегка дрожали. Не от страха. Страх я разучился испытывать еще в 96-м, когда меня, молодого прораба, решившего играть по-крупному, вывозили в лес под Балашихой за долги партнеров. Дрожь была от ярости. И от боли, которую я пытался зацементировать в себе последние 2 недели, заливая ее дорогим виски и бесконечными совещаниями. 58 лет жизни, из которых 40 я пахал как проклятый, научили меня одной простой истине. Самые страшные, самые подлые удары наносят не конкуренты, не рейдеры и даже не налоговая инспекция. Удар всегда приходит в спину, и нож обычно держит рука того, кого ты учил держать ложку. Я медленно развернул тяжелое кожаное кресло к окну. Москва лежала внизу, расчерченная огнями проспектов, как огромная, сложная, живая микросхема. Кутузовский проспект светился красной рекой стоп-сигналов. Вечерняя пробка, в которой застряли тысячи людей, спешащих домой к своим семьям. Где-то там, внизу, в этой муравьиной суете, в одной из этих бесчисленных машин или квартир были мой сын и его жена, и моя внучка. Внучка, которую я ни разу не видел. Внучка, о существовании которой мне сообщили постфактум, как о покупке новой сумочки. В дверь деликатно, едва слышно постучали. «Федор Михайлович». Галина, моя бессменная помощница, осторожно заглянула в кабинет. Она была со мной уже 15 лет, знала все мои привычки, все мои слабости и даже расписание приема таблеток от давления лучше меня самого. «Роман Федорович на второй линии. Говорит, это вопрос жизни и смерти». Я усмехнулся. Горькая, желчная усмешка, от которой у моих подчиненных на советах директоров обычно холодеют спины. «Конечно, жизни и смерти, Галя. Ксения наверняка уже позвонила ему и в красках с театральными паузами расписала, какое я бесчувственное чудовище, как я посмел отказать в крошках со своего барского стола. Соединять?» Она смотрела на меня поверх очков с той смесью уважения и материнской тревоги, которую позволяла себе только она. В ее глазах читался немой вопрос. «Вы уверены, Федор Михайлович? Это же ваш сын?» «Нет», — отрезал я, чувствуя, как внутри снова поднимается волна холодной решимости.
Скажи ему, что я на совещании, что я занят, что у меня переговоры с китайцами, что угодно. И, Галя, да, заблокируй его пропуск на парковку и в здание. На сегодня я закончил быть добрым папочкой. Она кивнула, ни мускулом не дрогнув на лице, и бесшумно исчезла, мягко прикрыв за собой массивную дубовую дверь. Я остался один в гулкой, стерильной тишине кабинета площадью в 100 квадратных метров. Здесь пахло кондиционированным воздухом, кожей и дорогим парфюмом, но сейчас мне казалось, что здесь пахнет гарью, запахом сожженных мостов. Жестоко? Возможно. Я, наверное, буду жалеть об этом позже, когда гнев утихнет, уступив место привычной отцовской тоске. Но после стольких лет пренебрежения, после того, как меня использовали исключительно как бездонный кошелек на ножках, после того, как вытирали ноги о мое желание быть частью семьи, а мое элементарное человеческое достоинство, хватит. В какой-то момент любой кредит доверия исчерпывается, даже отцовский. Я закрыл глаза и потер виски, пытаясь отогнать накатывающую мигрень. Память услужливо подбросила воспоминания о том дне 2 недели назад. Я был так счастлив, когда узнал о беременности Ксении. Впервые за долгие годы я почувствовал что-то живое, настоящее, не связанное с котировками акций и квадратными метрами. Я нашел лучших врачей. Я лично ездил в клинический госпиталь Лапина, договаривался с главврачом, выбрал палату «Люкс», 3-комнатные апартаменты, где можно было жить всей семьей. Я был готов оплатить все. Роды, послеродовое восстановление, патронаж. Я просто хотел знать дату. Я хотел быть рядом, ждать в коридоре с букетом цветов, как ждал когда-то моего отца, мой дед. Мы еще не знаем точно, папа. Врачи говорят, сроки плавающие, мы сообщим. Уклончиво говорил Роман, отводя глаза при каждой встрече. А потом я позвонил сам, не выдержав неизвестности. И Ксения, моя невестка, девочка из хорошей семьи, которую я принял как родную дочь, с интонацией светской львицы, которой в ресторане подали остывший кофе, бросила мне в трубку: «Ой, Федор Михайлович, а Валенька уже 2 дня как родилась. Мы не стали вас беспокоить. Все произошло так быстро, да и вы же занятой человек. К тому же тут были только свои, только самый близкий круг». Близкий круг. Эти 2 слова жгли меня каленым железом. Я, отец, оплативший их квартиру на Остоженке, 200 квадратных метров золотой мили, их свадьбу в Барвихе Лакшери Вилледж, на которой пели звезды первой величины, их бесконечные убыточные стартапы, их творческие поиски на Бали и в Лондоне. Я не входил в близкий круг. Я был обслуживающим персоналом, золотой рыбкой, которая должна исполнять желания и не отсвечивать. Я подошел к бару, спрятанному в стене за панелью из редкого дерева, и плеснул себе виски. Маккеллан, 25-летней выдержки. Жидкость цвета старого янтаря обожгла горло, но тепла не принесла. Взгляд упал на фотографию в рамке на столе. Роман в день выпуска из МГИМО. Улыбающийся, красивый, в мантии, с дипломом в руках. Рядом я, гордый, расправленный, уверенный, что обеспечил сыну будущее, которого у меня самого никогда не было. Я родился в поселке городского типа под Челябинском, в семье заводского бухгалтера и учительницы начальных классов. Я делал уроки при свете настольной лампы, которую нужно было постоянно чинить, донашивал пальто за старшим братом и мечтал о велосипеде Кама, который мне так и не купили. Я поступил в МИСИ сам, жил в общаге, разгружал вагоны по ночам, а в 90-е строил дачи новым русским, замешивая бетон вручную, пока кожа на руках не трескалась до крови.
Я хотел дать Роману другую жизнь. Жизнь без мозолей, без унижений, без вечного страха, что завтра нечего будет есть. Я дал ему все. Лучшие школы, стажировки в Европе, деньги, свободу. И, похоже, именно этим я его и сломал. Я вырастил человека, который считает, что булки растут на деревьях, а деньги появляются в тумбочке по мановению волшебной палочки. Человека, который уверен, что уважение — это то, что я ему должен по факту рождения, а не то, что нужно заслужить. Телефон снова ожил, но на этот раз не звонком, а вибрацией сообщения. Я знал, кто это, еще не глядя на экран. «Папа, ты не можешь так поступить. Это жестоко. Ребенку нужны лекарства. Ксюша в истерике». Я смотрел на эти буквы и видел за ними не мольбу, а требование. Привычное, въевшееся в подкорку требование. Они даже не понимают, они искренне не понимают, что сделали не так. Для них мое унижение — это просто недопонимание. Так вышло, мы были на нервах. А мой отказ дать денег — это предательство вселенского масштаба. Я набрал текст ответа, тщательно подбирая слова. Мои пальцы, привыкшие подписывать многомиллионные контракты, сейчас выбивали приговор моим отношениям с сыном. Роман. Жестоко — это вычеркнуть отца из жизни как ненужную вещь. Жестоко — это врать мне в лицо. А то, что происходит сейчас, — это урок. Первый настоящий урок в твоей жизни. Лекарство я оплачу. Сам. Напрямую в аптеку или клинику. Присылай счет. Но денег на руки вы больше не получите ни копейки. Разбирайтесь сами. Отправил. Экран погас, отражая мое лицо. Лицо человека, который только что своими руками разрушил хрупкий мир, чтобы попытаться построить что-то настоящее на его руинах. Солнце окончательно село, и Москва за окном вспыхнула миллионами огней. Красивая, хищная, равнодушная Москва. Город, который не верит слезам. И я тоже больше им не верил. «Галя!» — крикнул я в селектор. «Да, Федор Михайлович!» — голос отозвался мгновенно. «Свяжись завтра с утра с юристами. Мне нужно пересмотреть условия семейного траста. И отмени встречу с банкирами в обед. У меня появились дела поважнее». «Будет сделано. Что-то еще?» «Да. Узнай, в какой именно больнице родилась моя внучка. Мне нужно знать правду. Не ту, что они мне скормили, а настоящую». Я откинулся в кресле, чувствуя, как начинает отпускать пульсирующая боль в висках. Решение было принято. Война объявлена. И на этот раз я не собирался проигрывать. Это была битва не за деньги, а за душу моего сына. И за будущее моей внучки. Ночь накрыла Москву тяжелым бархатным саваном. Я остался в офисе. Домой ехать не хотелось. Там, в трехуровневом пентхаусе на Остоженке, меня ждала только гулкая тишина и коллекция современного искусства, которая стоила дороже, чем бюджет небольшого города, но не могла сказать ни слова утешения. Я подошел к панорамному окну, упершись лбом в прохладное стекло. 45-й этаж. Снизу, с Пресненской набережной, доносился едва слышный гул города, который никогда не спит. Этот город я покорял кирпич за кирпичом, контракт за контрактом. Я выгрызал свое место под солнцем в 90-е, когда каждый выезд на объект мог стать последним. Я строил империю, пока мои сверстники спивались или уходили в тень. И ради чего? В кармане пиджака снова завибрировал телефон. Елена, моя бывшая жена. Мы развелись 20 лет назад, но сохранили тот странный вид дипломатических отношений, который напоминает холодную войну с регулярными гуманитарными миссиями. «Ты знал, что она родила?» Короткое сообщение без приветствия. Елена всегда была лаконична, как телеграмма с фронта. Я набрал ответ, чувствуя, как тяжелеют пальцы. Узнал сегодня, по факту, как о погоде. Мне она сказала вчера, мимоходом.
«Я думала, ты в курсе», — пришел ответ. «Не в курсе. Я оказался недостаточно особенным для этого шоу. Я представил Елену в ее квартире в Ницце, которую я купил ей после развода. Она, наверное, сидит на террасе с бокалом просекко, смотрит на море и качает головой. Ты всегда слишком много работал, Федор. Ты упустил мальчика». Ее любимая фраза. И самая ненавистная, потому что она была правдой. Я упустил. Я откупался. Когда Роману было 7, и он разбил коленку на велосипеде, я был на переговорах с поставщиками цемента. Я прислал ему новый велосипед, немецкий, лучший на рынке. Когда ему было 14, и его поймали с сигаретами в школьном туалете, я был на тендере в мэрии. Я оплатил частную школу в Швейцарии, где дисциплина была как в армии, но уровень комфорта как в 5-звездочном отеле. Когда он бросил МГИМО на 3-м курсе, заявив, что хочет быть свободным художником, я просто купил ему галерею. «Играйся, сынок», — сказал я тогда. И он игрался. В галериста, в ресторатора, в стартапера, а я платил. Платил, чтобы не чувствовать вину за то, что меня никогда не было рядом, когда я был ему действительно нужен. И вот теперь счет за мои откупы пришел. И сумма в нем была не в долларах, а в человеческом отношении. Около полуночи интерком на столе ожил. «Федор Михайлович», — голос начальника охраны звучал напряженно, «тут к вам Роман Федорович. Рвется наверх. Вид у него не очень. Пускать?» Я замер. Мое распоряжение не пускать действовало, но это был мой сын. «Пусть поднимается, Сергей, только проводи его до дверей». Через 5 минут дверь распахнулась. Роман вошел, и я едва узнал в этом человеке своего лощенного сына. Обычно он выглядел как с обложки GQ. Идеально скроенный костюм Бриони, укладка, часы Патек Филипп, уверенная, чуть ленивая улыбка хозяина жизни. Сейчас передо мной стоял человек, которого жизнь проживала и выплюнула. Помятая рубашка, расстегнутая на 2 пуговицы, 3-дневная щетина, красные воспаленные глаза. Он похудел, осунулся, словно постарел лет на 10 за эти 2 недели. «Здравствуй, отец!» Его голос был глухим, лишенным привычных ноток превосходства. Он остался стоять у порога, не решаясь пройти вглубь кабинета, который раньше считал своей второй гостиной. «Проходи, садись», — я кивнул на кресло для посетителей. Жесткое, неудобное кресло. Не то мягкое, в котором он обычно разваливался, закидывая ногу на ногу. Роман прошел, сел на самый край, сцепив руки в замок. Его пальцы побелели от напряжения. «Ты хотел поговорить?» — спросил я, не предлагая ни выпить, ни воды. Я был спокоен. Ледяное спокойствие хирурга перед ампутацией. «Пап, я не знаю, с чего начать». «Начни с правды, Роман. Впервые в жизни попробуй начать с правды. Где деньги? Где деньги от продажи квартиры на Остоженке? Где деньги, которые я давал на ваш революционный IT-проект полгода назад?» Он вздрогнул, словно от пощечины. Поднял на меня глаза, в них плескался животный страх. «Проекта нет, пап. Он сгорел. Мы прогорели еще 3 месяца назад. Инвесторы вышли. Мы пытались закрыть кассовый разрыв своими деньгами. Влезли в долги. И квартиру продали, чтобы покрыть долги», — догадался я. Он кивнул, опустив голову еще ниже. «А жили на что? На остатки? На кредитки. Мы думали, выкрутимся. Я думал, я смогу. Я хотел доказать тебе, что могу сам, без твоей помощи». Я горько усмехнулся. «Доказать? Роман, ты продал квартиру, которую я подарил тебе на свадьбу.
Просадил миллионы на проект, в котором ничего не смыслишь, и скрывал это до последнего, пока твоему ребенку не понадобились лекарства. Это ты называешь сам? Мы боялись, прошептал он. Чего? Твоего взгляда. Того самого взгляда, которым ты смотришь на меня сейчас. Взгляда, который говорит: «Я так и знал, что ты ничтожество». Эти слова ударили меня больнее, чем я ожидал. Я смотрю на тебя так не потому, что ты ошибся в бизнесе, Роман. Бизнес — это риск. Я сам терял миллионы в 98-м. Я смотрю на тебя так, потому что ты солгал. Ты скрыл рождение дочери не потому, что хотел приватности, а потому что тебе было стыдно. Стыдно, что великий Роман Никонов, сын строительного магната, не может оплатить роды. Он молчал. Плечи его тряслись. «Что теперь?» — спросил я жестко. «Я не знаю. Нам некуда идти, пап. Фактически». «В каком смысле некуда? У Ксении же есть родители. У них двушка в Биберево. Там сестра с мужем и 2 детьми. Мы не можем туда. А где вы сейчас?» Он замялся, лицо его пошло красными пятнами. «У друзей? В гостинице?» «В мотеле», — выдавил он. «За МКАДом. Дешевым». Я почувствовал, как кровь отлила от лица. Моя внучка. Новорожденная. Наследница империи Никонова. В дешевом мотеле на трассе. Я медленно поднялся из-за стола, подошел к окну, чтобы он не видел моего лица. Мне хотелось разбить это стекло, хотелось орать, хотелось трясти его за грудки. Но я дышал. Вдох, выдох. «Значит так», — я повернулся к нему. Голос мой звучал тихо, но в этой тишине было больше угрозы, чем в крике. «Слушай меня внимательно, Роман, потому что я не буду повторять». Он поднял голову, в глазах блеснула надежда. «Нет, денег я тебе не дам», — оборвал я его. «Я дам тебе работу». «Работу? В совете директоров?» Я рассмеялся. Сухо, лающе. «В совете директоров? Нет, сынок. Ты пойдешь в отдел снабжения, младшим менеджером. Будешь проверять накладные на цемент и арматуру. Зарплата 80 000 рублей. График с 9 до 6. Опоздание — штраф, прогул — увольнение». Его лицо вытянулось. «Пап, ты шутишь? 80 000? Этого не хватит даже на рестораны?» «Да, не хватит. На жизнь хватит. Миллионы людей в этой стране живут на такие деньги и растят детей. А Ксюша, ребенок? Лекарства я, как и сказал, оплачу. Жилье...» Я сделал паузу. «Жилье я вам предоставлю. Но это будет не пентхаус и не Остаженко. Это будет служебная квартира компании, обычная трешка в спальном районе. И она будет записана на компанию. Любой проступок, и вы на улице». Роман смотрел на меня так, словно я говорил на китайском. «И последнее условие», — добавил я, подходя к нему вплотную. «Самое важное. Завтра вы с Ксенией берете Валентину и приезжаете на обед в ресторан. Я хочу видеть свою внучку. И я хочу услышать извинения. Не от тебя одного, от вас обоих. Искреннее. Если я почувствую хоть каплю фальши, хоть тень того высокомерия, с которым вы со мной разговаривали, сделка отменяется, и вы возвращаетесь в свой мотель. Ты меня понял?» Роман медленно кивнул. В его глазах, впервые за много лет, я увидел не капризного мальчика, а загнанного в угол мужчину, который начинает осознавать вес реальности. «Я понял, отец. Мы будем». В 1:00 ресторан «Доктор Живаго». Не опаздывать. «Спасибо». Он встал, неловко переминаясь с ноги на ногу. Хотел, кажется, обнять меня, но вовремя остановился, наткнувшись на мой ледяной взгляд. Я пойду. Ксюша ждет».
Когда дверь за ним закрылась, я рухнул в кресло. Сердце колотилось где-то в горле. Я только что отправил своего сына, привыкшего к частным джетам, перебирать накладные. Я заставил его унижаться. Но почему-то, глядя на огни ночной Москвы, я впервые за долгое время чувствовал, что поступаю правильно. Я не ломал его. Я пытался собрать его заново, но теперь на настоящем фундаменте, а не на подушке из моих денег. Оставалось самое сложное — встреча с Ксенией. И главное — встреча с той, ради кого все это затевалось — с Валентиной. Мы вышли из ресторана в серый московский полдень. Ветер с Тверской бросал в лицо колючую пыль, смешанную с первыми каплями дождя. Мой Майбах стоял у входа, черный и блестящий, как надгробный камень. Водитель Витя, увидев нас, тут же выскочил открывать дверь, но замер, увидев Романа с клетчатой сумкой и Ксению с ребенком. В его глазах читалось недоумение, но он был слишком профессионален, чтобы задавать вопросы. «Садитесь», — скомандовал я. Ксения с Валентиной устроились на заднем сиденье, я сел рядом. Роман, помявшись, занял место рядом с водителем. «Куда, Федор Михайлович?» — спросил Витя. «В детский мир на Лубянке. А потом...» Я посмотрел на затылок сына. «Потом поедем смотреть, как живут самостоятельные люди». Поездка в магазин прошла как в тумане. Я скупал все. Японские подгузники, французскую косметику для купания, одежду из органического хлопка, коляску-трансформер за цену подержанной иномарки. Роман пытался возражать. «Пап, не надо. Это слишком дорого, мы не можем принять». Но я лишь отмахивался. «Это не вам», — цедил я сквозь зубы. «Это ей. А у нее права голоса пока нет, так что за нее решаю я». Когда багажник был забит под завязку, я назвал Вите адрес. «Мотель «Оазис», 32-й километр МКАД». Водитель моргнул, глядя на меня в зеркало заднего вида, но промолчал. Роман втянул голову в плечи, Ксения отвернулась к окну, и я видел, как дрожат ее плечи. Мы ехали молча. Город за окном менялся. Имперские фасады центра сменились старинками ленинградки. Потом пошли бесконечные ряды брежневских панелек, и, наконец, промзоны, склады, автомойки и серые заборы с колючей проволокой. Это была та Москва, которую я не видел годами. Москва, которую я старался не замечать из своего пентхауса. Мотель «Оазис» оказался двухэтажным бараком, обшитым дешевым сайдингом ядовито-желтого цвета. Вывеска с перегоревшей буквой «О» мигала, как нервный тик. На парковке стояли фуры, заляпанные грязью «Газели» и несколько старых иномарок. «Здесь?» — спросил я, чувствуя, как к горлу подступает тошнота. «Здесь», — тихо ответил Роман. Мы вышли. Запахло выхлопными газами, жареным луком из придорожного кафе и сыростью. «Веди», — сказал я сыну. Мы поднялись на второй этаж по узкой лестнице, застеленной протертым ковролином. Номер 204. Роман открыл дверь ключом. Я вошел и остановился. Комната была крошечной. Две узкие кровати, сдвинутые вместе. Шкаф из ДСП, у которого не закрывалась дверца. Телевизор «Рубин» на тумбочке. Окно выходило прямо на трассу, и даже через закрытые рамы был слышен непрерывный гул машин. Но самым страшным было не это. Самым страшным были детали. Детская бутылочка, сохнущая на подоконнике рядом с пепельницей. Пачка дешевых макарон на столе. Электрический чайник с накипью. И запах. Запах безнадежности, въевшийся в стены. «Здесь вы живете?» Мой голос звучал чужим. «Временно», — быстро сказала Ксения, кладя Валентину на кровать и начиная ее раздевать. «Мы искали квартиру, но с ребенком и без прописки никто не сдает, а денег на риэлтора не было». «Временно», — повторил я. Я подошел к окну. Стекло было грязным, я вспомнил свою молодость. Общагу Месси, тараканов на кухне, холод.
Но тогда мы были молоды, мы были студентами, у нас не было детей, и у меня не было отца-миллиардера. Я развернулся к ним. Роман стоял у двери, опустив руки. Ксения возилась с ребенком, стараясь не смотреть на меня. «Вы понимаете, что вы сделали?» — спросил я тихо. «Вы привезли мою внучку в притон для дальнобойщиков». «Это не притон», — вспыхнул Роман. «Это нормальный мотель. Здесь чисто. Чисто!» — я сорвался на крик. «Роман, здесь грибок на потолке. Здесь сквозняк из всех щелей. Ты хоть понимаешь, что у нее иммунитета нет? Ты понимаешь, что одна пневмония, и все?» Он молчал. «Папа», — начала Ксения. «Молчать!» — рявкнул я. «Оба молчать!» Я прошелся по комнате, чувствуя, как ярость закипает во мне раскаленной лавой. Знаете, что самое страшное? Я остановился напротив сына. Не то, что вы обанкротились. И не то, что вы солгали. Самое страшное, что вы выбрали это убожество, лишь бы не признать передо мной свою слабость. Вы предпочли рискнуть жизнью ребенка, чем своей гордостью. «Ты нас задавил!» — вдруг закричал Роман. Лицо его исказилось. «Ты всегда нас давил. Своим успехом, своими деньгами, своим «я сам всего добился». Ты хоть представляешь, каково это быть сыном Федора Никонова? Каково это, когда каждый твой шаг сравнивают с твоим великим папочкой? А вот Федор Михайлович в твои годы уже завод построил. Да я ненавижу твой завод. Я хотел, чтобы ты хоть раз посмотрел на меня не как на проект, а как на человека». В комнате повисла тишина. Только гул машин за окном и тихое сопение Валентины. Я смотрел на сына, на его искаженное лицо, на слезы в его глазах, и вдруг я увидел не 34-летнего неудачника, а маленького мальчика, который стоит посреди огромной пустой комнаты и плачет, потому что папа снова уехал в командировку. «Ты прав», — сказал я. Голос мой сел. Роман моргнул, не ожидая такого ответа. «Ты прав, Роман. Я давил. Я думал, что делаю тебя сильным, а я делал тебя зависимым. Я думал, что даю тебе старт, а я строил тебе золотую клетку. Я подошел к кровати, посмотрел на спящую внучку. Но это, я обвел рукой комнату, это не бунт. Это самоубийство, и я не позволю вам утащить ее с собой. Я достал телефон. «Витя, поднимайся, забирай вещи». «Такие вещи, Федор Михайлович». «Все, мы уезжаем». «Куда?» — спросила Ксения, прижимая руки к груди. «Домой», — сказал я. «Ко мне». «Нет», — Роман мотнул головой, — «мы не поедем. Я не буду жить у тебя из милости. Я не...» «Заткнись», — устало сказал я. «Просто заткнись, сын. Речь не о тебе и не обо мне. Речь о ней», — я указал на Валентину. «Она поедет со мной, потому что здесь она не останется. А вы можете ехать, можете не ехать. Это ваш выбор. Но внучку я в этом гадюшнике не оставлю. Вызовешь полицию, опеку — валяй. Посмотрим, кому они оставят ребенка. Миллиардеру с пентхаусом или безработным в мотеле». Это был блеф. Жестокий, грязный блеф. Я бы никогда не отнял у них ребенка силой. Но мне нужно было их сломать. Сломать их дурацкую гордость, пока она не сломала им жизнь. Роман смотрел на меня с ненавистью. Потом перевел взгляд на жену. Ксения плакала, гладя дочку по голове. «Рома», — тихо сказала она, — «пожалуйста, ради Вали. Здесь, правда, холодно по ночам». Роман сжал кулаки так, что побелели костяшки. Он боролся с собой, с тем демоном, которого я сам в нем вырастил. «Хорошо», — выдавил он наконец. «Мы поедем. Но это временно, пока я не найду работу. И я верну тебе все деньги за вещи, до копейки». «Вернешь», — кивнул я. «Обязательно вернешь. А пока
Собирайтесь». Через час мы ехали обратно в центр. Валентина спала в новой автолюльке, которую Витя установил на заднее сиденье. Ксения дремала, положив голову на плечо мужу. Роман смотрел в окно на проплывающую мимо Москву. А я смотрел на них в зеркало заднего вида и думал о том, что сегодня я, кажется, впервые за много лет не потерял, а приобрел. Я приобрел семью. Искалеченную, обиженную, сложную, но семью. И еще я думал о том, что настоящая цена моего успеха — это не цифры на счетах. Это вот этот момент, когда я везу свою внучку из придорожного мотеля в теплый дом. Спасение. Не их. Мое. Мы подъехали к дому на Кутузовском. Сталинский ампир, высокие потолки, закрытый двор с гранитным фонтаном, который помнил еще времена генсеков. Мой «Майбах» мягко, почти бесшумно затормозил у подъезда. Я вышел первым, поправил лацканы пиджака и жестом показал Вите, чтобы он помог с вещами. Клетчатая сумка Романа на фоне белой кожи салона смотрелась как инородное тело, как ошибка в идеальном коде моей жизни. «Добро пожаловать в перевалочный пункт», — сказал я, открывая тяжелую дубовую дверь подъезда своим ключом. Роман и Ксения стояли на тротуаре, словно оглушенные. Ветер трепал полы плаща Ксении. Она прижимала к груди автолюльку так, словно это был щит. Для них этот переезд был похож на прыжок без парашюта в неизвестность. С одной стороны, спасение от удушающей нищеты мотеля. С другой — полная, тотальная зависимость от меня, человека, которого они боялись и, возможно, уже тихо ненавидели. Мы поднялись на лифте, пахнущем старым деревом и воском. 4-й этаж. Квартира номер 12. Это была не моя квартира, не часть моего личного имущества. Это была служебная трёшка компании, так называемый резервный фонд. В ней обычно жили приглашенные инженеры-немцы или аудиторы из большой четверки. Простая, функциональная, с добротным, но безликим евроремонтом нулевых. Никаких золотых унитазов, никакой лепнины, никаких картин модных художников. Просто стены, паркет и мебель из Икеа. «Здесь вы будете жить», — сказал я, пропуская их вперед. Мой голос эхом отразился от пустых стен прихожей. «Пока Роман не заработает на свое. Или пока я вас не выгоню. Зависит от вас». Ксения вошла первой. Она шла медленно, ступая по паркету с опаской, словно ожидая подвоха. Она огляделась. Светлый коридор, просторная кухня с окном во двор, гостиная с диваном и телевизором. По сравнению с прокуренным номером мотеля, это был Версаль. По сравнению с их прошлой квартирой на Остоженке с видом на Зачатьевский монастырь, это была коммуналка. «Спасибо», — тихо, едва слышно сказала она, не поднимая глаз. В ее голосе не было радости, только усталая покорность. «Не за что», — буркнул я, чувствуя укол совести, который тут же подавил. «Ванная справа, кухня прямо. Холодильник пустой, но Витя сейчас съездит в азбуку вкуса, забьет продуктами на первое время. Дальше сами». Роман поставил сумку на пол. Звук был глухим и тяжелым. «Пап», — начал он, и я увидел, как ходит его кадык. Я понимаю, что это шанс. Не надо слов, Роман». Я поднял руку, останавливая поток благодарности, которые сейчас ничего не стоили. «Словами ты сыт не будешь и семью не прокормишь. Никаких спасибо, никаких мы ценим. Делом, только делом. Завтра в 8:00 ты должен быть на логистическом терминале в Очаково. Это промзона, там грязно и шумно. Адрес я скинул тебе в мессенджер. Подойдешь к начальнику смены, Петровичу. Скажешь, что от меня. Но никаких привилегий не жди. Форму получишь у кладовщика, синюю робу, как у всех.
Опоздаешь на минуту, можешь не приходить. Прогуляешь, вылетишь отсюда быстрее, чем пробка из шампанского». Он кивнул. В его глазах, обычно мутных от лени и скуки, появилась какая-то новая искра. Это была не благодарность. Это была злость. Тихая, холодная злость униженного мужчины. И мне это понравилось. Злость — это хорошо. Злость — это топливо. На благодарности империю не построишь, а на злости — вполне. И еще я повернулся к Ксении. Она стояла у окна, укачивая проснувшуюся Валентину. Никаких нянь, никаких домработниц, никакого клининга раз в неделю. Сами. Справляетесь сами. Учитесь быть родителями, а не заказчиками услуг. Если тебе нужна медицинская помощь, звонишь мне. Не подружкам, не маме, а мне. Я пришлю лучшего педиатра, если надо. Но быт, стирка, готовка, уборка на вас. Я поняла. Она подняла подбородок и посмотрела мне прямо в глаза. В этом жесте я вдруг увидел отблеск той Ксении, которой она была 5 лет назад. Амбициозной журналистки светской хроники, еще не испорченной моими деньгами и легкой жизнью. Я справлюсь. Вот и отлично. Я подошел к автолюльке. Валентина смотрела на меня своими темными, глубокими глазами, в которых отражался свет люстры. Она не плакала. Она изучала. «Спокойной ночи, Валентина», — прошептал я, чувствуя, как в горле снова встает ком. «Привыкай. Теперь это твой дом». Потом резко развернулся и вышел, не оглядываясь, чтобы они не увидели моего лица. Прошел месяц. Этот месяц был адом. Для них. И, к моему удивлению, для меня. Я думал, что, устроив их, я смогу вернуться к своей привычной жизни. Советам директоров, гольфу по выходным и одиноким вечерам с виски. Но я не мог. Я постоянно думал о них. Как там Роман? Сорвался ли? Как Ксения? Справилась ли с коликами? Роман звонил мне каждый вечер первую неделю. Это были звонки отчаяния. «Пап, у меня спина отваливается. Я не могу таскать эти коробки», — кричал он в трубку в понедельник. «Пап, там сквозняки, там холодно, я заболею», — ныл он во вторник. «Пап, мужики надо мной смеются, называют Борчуком. Я не могу так работать», — почти плакал он в среду. Я молчал. Я слушал его жалобы, стиснув зубы, и каждый раз отвечал одно и то же. «Увольняйся. Дверь открыта. Но ключи от квартиры положишь на стол». И вешал трубку. На 4-й день он не позвонил. И на 5-й тоже. В субботу, не выдержав, я набрал номер начальника склада, старого Петровича, с которым мы начинали еще в 90-е. «Здорово, Петрович. Как там мой стажер?» «Федор Михайлович?» — голос Петровича проскрипел в трубке. «Да ничего так твой. Живой. Первые 3 дня ходил как в воду опущенный, все перчатки скидывал, брезговал. А вчера накладные перепутали в 3-м секторе. Фура уже уходить должна была, скандал намечался. Так он сам, без крика, сел за компьютер, разобрался в базе, все исправил за 10 минут. И с мужиками в курилке вроде общий язык нашел, сигаретами их угощал. Нормальный парень, с понятием, не белоручка». Я положил трубку и впервые за этот месяц налил себе не виски, а чаю. И улыбнулся. Ксения тоже преподнесла сюрприз. Я ожидал, что она сбежит к маме через неделю, не выдержав отсутствия посудомойки и доставки еды из ресторанов. Но она осталась. Как я узнал? Я подписался на ее закрытый аккаунт в Инстаграме. С левого профиля, конечно. Раньше там были фото с Мальдив, бокалы с шампанским и бесконечные селфи из салонов красоты. Теперь контент изменился. Вот фото пригоревшей каши с подписью
Первый блин комом, но Валя съела. Вот видео, где она, не накрашенная, с растрепанным пучком на голове, гуляет с коляской по парку Победы под дождем. Подпись: «Зато воздух свежий». Она перестала играть Дольче Вита. Она начала жить. Трудно, коряво, но по-настоящему. А я учился быть дедом. Это оказалось сложнее, чем управлять холдингом с оборотом в миллиарды. В бизнесе есть правила, есть контракты, есть логика. В отношениях с семьей логики нет. Есть только эмоции, старые обиды и новые надежды. Каждые выходные я приезжал к ним. Сначала я говорил себе, что это инспекция. Проверка условий содержания моего инвестиционного проекта «Внучки». Но уже на третий раз я поймал себя на том, что заезжаю в детский мир не потому, что надо, а потому что хочу купить ту нелепую, поющую неваляшку. Я приезжал с полными пакетами. Мясо с рынка, фрукты, фермерский творог. «Федор Михайлович, зачем столько? Мы не съедим», — смущалась Ксения, принимая пакеты. «Съедите. Роману белок нужен, он физически работает. А тебе витамины? Ты кормишь». Я сидел с Валентиной, пока Ксения, пользуясь моментом, бежала в душ или просто падала на диван, закрыв глаза на 15 минут. Я научился держать бутылочку под правильным углом. Я научился менять подгузник, стараясь не дышать носом. Этот навык, как оказалось, не утрачивается, как езда на велосипеде. И самое главное, мы начали разговаривать. Не о деньгах, не о стартапах, не о том, кто в какой ресторан сходил. Мы сидели на тесной кухне, пили чай с сушками, и я рассказывал. Рассказывал то, о чем молчал 20 лет. Я рассказал им про 90-е. Не героические байки, которые печатают в журналах, а правду. «Знаешь, Ром, почему я пропустил твой первый шаг?» — спросил я однажды. Роман посмотрел на меня поверх кружки. «Ты был на переговорах в Лондоне. Мама так говорила». «Нет», — я покачал головой. «Я был в Тольятти, на стрелке. Меня тогда заказали конкуренты за рынок сбыта арматуры. Я месяц жил на даче с охотничьим ружьем под подушкой и боялся позвонить домой, чтобы не засекли сигнал. Я не работал, Рома. Я выживал. Чтобы у тебя был тот велосипед и та школа в Швейцарии». Роман молчал долго, потом тихо произнес: «Я не знал, пап. Мама говорила, что ты просто выбрал карьеру, а не нас. Я выбрал вашу безопасность. Но цена оказалась слишком высокой. Я потерял связь с вами. Я думал, деньги заменят отца. Я ошибался». Он посмотрел на свои руки, огрубевшие, с въевшейся грязью под ногтями, которую не брало никакое мыло. «И ты меня прости, пап. Я думал, что ты должен мне все просто по факту рождения, что ты вечный двигатель, который обязан генерировать ресурсы. Я тоже ошибался». Прошло полгода. Зима сменилась весной, грязный снег сошел, обнажив асфальт, и Москва снова задышала пылью и надеждой. Романа повысили. Теперь он был не грузчиком, а начальником логистики всего филиала. Сам, без моего звонка. Петрович позвонил мне и сказал: «Слушай, Михалыч, твой парень предложил новую схему маршрутизации фур. Мы попробовали. Экономия топлива 15%, голова варит. Ставлю его на отдел». Я ничего не ответил, только хмыкнул, но внутри у меня пели фанфары. Ксения начала подрабатывать. Писать статьи для какого-то портала о материнстве. Гонорары были смешные по сравнению с тем, что я им раньше давал на карманные расходы. Но она гордилась каждой заработанной тысячей. «Смотри, Федор Михайлович», — говорила она, показывая мне новый комбинезон для Вали. «Это я сама купила, с гонорара». И ее глаза сияли ярче, чем от бриллиантов Кортье. Валентина подросла.
Она уже уверенно сидела, смешно ползала задом наперед и смеялась, показывая 2 нижних зуба. Она узнавала меня. Когда я входил, она тянула ручки и кричала что-то вроде «Дэд, да!». Этот звук был для меня слаще любой музыки, любого гимна. Однажды майским вечером я сидел в своем офисе в Сити. За окном догорал закат, окрашивая небоскребы в цвет расплавленного золота. Я открыл сейф, достал папку с документами, тяжелую, плотную папку. Это были документы на квартиру, ту самую, на Кутузовском. Но в графе «Собственник» стояло не мое имя и не имя Романа. Там стояла Никонова Валентина Романовна. Это был мой подарок. Не откуп, подарок. С правом пожизненного проживания родителей. Квартира принадлежала внучке, но жить в ней они могли всегда. Это была страховка и гарантия того, что они никогда больше не окажутся в мотеле. Я подошел к окну. Внизу текла бесконечная река машин. Где-то там, в этом потоке, ехал домой мой сын. С работы. Уставший, может быть, злой на пробки, но ехал домой. К жене, которая сварила суп, к дочери, которая ждет. Мой телефон звякнул. Сообщение от Романа. Фотография. Валентина сидит в высоком стульчике, вся перемазанная зеленым пюре из брокколи. Глаза мои, хитрые, довольные. Рот растянут в беззубой улыбке. Подпись. «Деда, мы тебя ждем в субботу. У нас брокколи-патти. И, кстати, я купил торт. С зарплаты». Я смотрел на экран и чувствовал, как что-то теплое разливается в груди, вытесняя привычный холод одиночества. Я улыбнулся своему отражению в темном стекле. На меня смотрел старик в дорогом костюме, с морщинами и уставшими глазами. Но в этих глазах больше не было льда. В них был свет. Я построил много зданий в этом городе. Небоскребы, пронзающие облака, торговые центры, сияющие неоном, жилые комплексы, где живут тысячи людей. Но только сейчас, на 59-м году жизни, я понял, что начал строить самый важный, самый сложный и самый хрупкий проект своей жизни. Я строил семью. Я залил фундамент из жесткости, армировал его правдой, и теперь кирпичик за кирпичиком возводил стены из доверия. Это было труднее, чем построить башню Федерации. Здесь нельзя было нанять подрядчиков, здесь нужно было работать самому. Но, глядя на фото чумазой внучки, я знал точно — этот дом устоит.